Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Халасов Эдик, я ученик 6 класса. Это Курская среднеобразовательная школа №1 имени Падиса Ивановича Сафронова. И тема нашего исследования – настольная игра как средство развития связанной речи у детей с ОНР и с общим развитием речи. Речь – великий дар природы, благодаря которому люди и получают широкие возможности общения друг с другом. Однако на появление и становление речи у природы отводит человеку очень мало времени, ранний и дошкольный возраст. В наше время информационных технологий развитие речи является актуальной и проблемой. Дети умеют пользоваться техникой, а проявлять свое речевое творчество не имеют. Свой личный опыт впечатлений, ощущений не могут описать в 2 и 3 фразах. И вот почему так необходимо, прежде всего, живое общение с ребенком, грамотно устроенное обучение родной речи. Настольные игры – одно из средств развития речи детей с общим и развитием речи, ОНР. Особенностью этих игр является то, что они создаются с целью обучения и воспитания детей. Но ребенка в этих играх привлекает прежде всего игровая ситуация. А играя, он незаметно для себя решает дидактическую задачу. Целью нашей проекта является создание своими руками настольной игры «Путь героя» для занятий с детьми с общим развитием речи. В связи с целью выделили 5 задач. Новизна исследования. Впервые создана авторская настольная игра для логопедических занятий и со старшими дошкольниками и учениками начальных классов села Дыкёль. С сентября 2019 года в нашей школе открылся логопедический кабинет в период с 1 по 15 сентября 2019 года и было проведено первичное логопедическое обследование среди учащихся начальных классов. В логопедический кабинет в первую очередь были зачислены дети, у которых нарушение речи может затруднить освоение общеобразовательной программы. И по итогам исследования 49 учеников были зачислены на занятия в логопедический кабинет. И 59% детей, 47 учеников правильно разносили все звуки русского языка, имели достаточный словарный запас и сформированный грамматический строй. А у 41% детей, 33 учеников, способность анализировать явления языка была снижена. Нарушено звукопроизношение, выявлена бедность словарного запаса и синтаксических конструкций. А у некоторых детей наблюдались расстройства речи при высказывании предложений. И мы решили выяснить, играют ли ученики начальных классов в настольные игры, считают ли они и полезными настольные игры, почему. Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы провели анкетирование среди 26 обучающихся 4 класса. Результаты опроса показали, что ребята играют в настольные игры, и что им хочется играть в новые игры, а именно настольные. В связи с этим и появилась идея и создать свою настольную игру. Основная цель нашей игры – развитие связной речи у ребенка. Однако игра будет чрезвычайно полезна и интересна детям, не имеющим проблем с произношением звуков. В нашей игре «Путь героя» участвуют от 2 до 4 игроков с 8 лет и старше. Выиграет и тот участник, который первым дойдет до финиша. Ребята во время игры активно используют воображение, развивают речь, мелкую моторику, память, понимание и творческое мышление. В игре много заданий, отвечающих за развитие мелкой моторики, воображения, интеллекта и даже ловкости. Задания настольной игры можно менять на другие. Например, артикуляционная гимнастика, дорисуй половинку узора, исправь ошибку в фразе, развитие ловкости и многое другое. И таким образом мы пришли к выводу, что настольная игра оказывает большое влияние на развитие познавательной деятельности дошкольников с нарушением речи. Она не только активизирует мыслительную деятельность детей и повышает их работоспособность,
но и воспитывает и человеческие качества, чувство коллективизма и взаимовыручки. Созданная нами настольная игра вызвала интерес учащихся начальных классов, их родителей и учителей. Игра «Путь героя» способствует и формированию связанной речи и навыков словообразования у детей с общим недоразвитием речи. Спасибо за внимание.